Доброе утро, дорогие друзья, дорогие школьники. Сегодня мы с вами поговорим о парламентаризме. Меня зовут Константин Борисович, и я возглавляю парламент Республики Башкортостан. Это главный законодательный и представительный орган власти. Он называется Государственное собрание Курултай. Это важный орган государственной власти, обеспечивающий крайне необходимую общественную задачу – создание законов, которыми руководствуется все наше население, все государственные учреждения, общественные организации, дислоцирующие, действующие на территории нашей республики. От того, насколько будут эффективны наши законы, во многом зависит и жизнь каждого из нас с вами. Что такое законы? Законы – это правила поведения, которым следуют все граждане, все предприятия, все физические, юридические лица. Вообще наше общество, оно представляет свою совокупность огромного количества людей, общественных организаций, государственных учреждений, каждый, который имеет свои задачи, каждый свои интересы. И для того, чтобы избежать конфликтных интересов, чтобы избежать возможности создавать затруднения в реализации своего правового статуса, создаются правила поведения. Они называются нормы. Эти нормы содержатся в законах. У каждого органа свой уровень законотворческой деятельности. Скажем, Государственная Дума создает законы, которые распространяются на всю территорию Российской Федерации. Но в России, как вы знаете, 85 субъектов, и в каждом субъекте есть свои особенности. И вот в каждом из 85 субъектов Российской Федерации имеются свои законотворческие органы. В Башкортостане наш парламент, он как раз обеспечивает правовое регулирование того достаточно большого комплекса общественных отношений, создает правила поведения, которые распространяются только на территорию нашей республики. Отмечу еще один важный момент. Зачастую вы, наверное, слышите, что каждый закон принимается в 3 чтениях. А не проще ли сразу взяли, проголосовали? Нет, это, оказывается, далеко не так просто. Я вот вспоминаю, был такой мультипликационный фильм, там Витя Перестукин, это «Страна невыученных уроков». В конце своих приключений он стал перед дилеммой. Ему была задача поставлена из русского языка. Вроде бы простой вопрос. Казнить нельзя, помиловать. И от того, насколько он правильно ответит на него, где будет поставлена запятая, зависело, сможет ли он вернуться домой. Вроде бы несложное предложение, но сколько оно влечет за собой последствий. Какие различные могут быть варианты перспективы этого героя, ответить он по одному или по другому варианту. То же самое и в законотворчестве. Мы очень большое внимание уделяем каждому словосочетанию, каждому термину используемому. Они должны быть понятны для населения, для вас, ребята, чтобы следовать этим правилам поведения, правовым установлениям, и чтобы не допускать их нарушения. Право, конечно, оно не всесильно. Мы всегда исходим из того уровня общественных отношений, который сегодня существует. Если бы закон был бы всесилен, давно, наверное, бы жили бы при коммунизме, давно бы, наверное, все у нас были добрыми, красивыми, правильными людьми. Но мы живем в реальном обществе, где есть и нарушители, и где есть нерадивые люди, и где есть люди, которые нуждаются в помощи, в поддержке. Я хотел бы, чтобы наш сегодняшний разговор остался в вашей памяти, чтобы более внимательно относились к тем правовым установлениям, которые исходят от парламента, чтобы вы видели, насколько это важный и необходимый орган, который создает те правила поведения, которыми мы с вами должны руководствоваться, и который во многом обеспечивает порядок в обществе и уважение к правам, свободам, законным интересам каждого человека. Я хотел пожелать вам отличной учебы, чтобы вы радовали своих родителей, учителей,
чтобы вы были здоровы, крепки и всегда законопослушны. А для этого нужно, повторяю, хорошо учиться и чтить те законы, которые действуют в нашем обществе. Успехов вам, дорогие дети!